Сердце должно любить, а не болеть. А чтобы этот удивительный орган работал слаженно и правильно, трудятся они, кардиологи, порой забыв про сон и отдых, и даже в свой профессиональный праздник. Врачи, которые точно знают, с чем связаны боли в левой части грудной клетки, сегодня по всему миру принимают поздравления. Несмотря на свой профессиональный праздник, внимание кардиологов Республиканского кардиологического диспансера полностью сосредоточено на своих пациентах. Так и Фатима Албакова в ожидании следующего посетителя. Свою жизнь с кардиологией она связала еще 20 лет назад. Без изучения, диагностики и лечения сердечно-сосудистой системы уже не представляет жизни. И каждому пациенту внимательно одинаково. За каждого пациента переживаешь. Нет, что ты вот за одного больше переживаешь, за кого-то меньше переживаешь, кому-то меньше уделяешь внимания, кому-то больше. Для меня не имеет значения. Вот пришел больной, все. Я их всех смотрю одинаково. Мне без разницы, он тяжелый, не тяжелый. Всех надо смотреть одинаково. Они все живые люди. Я несу ответственность перед Аллахом за каждого больного. Еще один врач, который связал себя с сердцами людей. Что тебя беспокоит? Мадина Кадзуева уже на протяжении 9 лет работает специалистом функциональной диагностики. За это время перевидала сотни сердец людей. И каждый день с удовольствием продолжает слушать их сердцебиение. Признается, о выборе профессии никогда не жалела. И если выбор стал бы вновь, несомненно, отдала бы предпочтение УЗИ сердца. Больше, чем лечебный процесс, меня всегда интересовал диагностический процесс. То есть было интересно, скажем так, заглянуть внутрь пациента, так образно говоря, и узнать, что у него там творится с сердцем, подтвердить либо исключить там те или иные диагнозы, заключения. История профессионального праздника кардиологов берет свое начало еще в 17 веке до нашей эры. Тогда в Древнем Египте нашли первые документальные сведения о враче, лечащем сердце. Мощный толчок в развитии кардиология получила в эпоху Возрождения, когда Леонардо да Винчи начал препарировать трупы и сделал анатомические иллюстрации строения сердца. И только к началу 19 века кардиология стала самостоятельной практической дисциплиной. Сегодня эта профессия достигла удивительных успехов. Настолько, что один и тот же человек может быть носителем сердца от другого человека. 4 пациента, перенесшие пересадку сердца, наблюдаются и в кардиодиспансере Ингушетии. Равносильно тому, что сердце – жизненно важный орган, кардиолог – один из самых востребованных врачей. Практически каждому человеку рано или поздно приходится обратиться к специалисту этой нелегкой профессии. Ведь около 90% заболеваний в современном мире связаны с состоянием и работой сердечно-сосудистой системы. Они ежегодно уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Эти цифры неутешительны и в Ингушетии. Основными причинами сердечных недугов чаще всего становятся вредные привычки, неправильное питание и физическая неактивность. В частности, по нашей республике за прошедший год было 1700 случаев острого инфаркта миокарда. Очень много у нас пациентов на учете состоят с гипертонической болезнью и с ишемической болезнью сердца. Пациенты не только состоят у нас на учете, но и могут получить консультативную помощь, пройти обследование, получить консультации узкопрофильных специалистов. На приеме у нас порядка 10-12 кардиологов каждый день на приеме. Врачи кардиодиспансера несколько месяцев назад столкнулись с неизведанной болезнью, как и другие врачи. 4 кардиолога вызвались на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как известно, сердечные больные тяжело переносят пресловутый недуг. Многие пациенты скончались от тромбообразований. Среди борцов за сердцебиение, забыв об отдыхе, собственной семье, детях, была и Зарета Дакиева. Признается, было тяжело наблюдать, как на глазах угасают пожилые люди. Желание помочь человеку встать на ноги и вновь зажить полной жизнью помогала забыть про тяжелые рабочие часы и бессонные ночи Зарете и ее коллегам. Мы консультировали как кардиологи действия этих препаратов, насколько они вызывают ухудшение их общего состояния. То есть перенести противовирусные препараты пожилым пациентам было гораздо сложнее, чем обычным молодым пациентам молодого возраста. Тяжело было смотреть, насколько им тяжело приходится. Прожив такую тяжелую жизнь, пройдя много испытаний, они попали в эти больничные учреждения
с этим заболеванием, и тяжело было видеть, как уходят лица пожилого возраста. Эта профессия требует от них быть одновременно и сильными, и чуткими, ведь хрупкие сердца людей нуждаются в внимании и бережливом отношении. Все кардиологи как один признаются, что важнее всего для них здоровый, победивший болезнь пациент. Ну и, конечно, благодарные. У врачей Республиканского кардиологического диспансера они точно есть. Своим врачам сегодня желают не только здорового, но и счастливого сердца. Я очень давно болею. И они меня поддерживают, то все. Дал дьякл, дал жбуат, жмудутултха. Дал дик шейун хош кхаж, низдал лултан. Кардиолог врач далил дмечет остажче цу назначение цу ведоголил лишь модели дорогже диагноз значимый. Больше вся роль их не. Сердце все играет. Как и в любой другой медицинской профессии, призвание кардиологов – помогать людям, а именно спасать сердца, от которых зависит жизнеспособность организма. Диана Дударова, Ахмед Гандаров. Новости 24.